Всегда считалось, что сердечные проблемы чаще всего встречаются у людей в пожилом и старческом возрасте. В наше время болезни сердца возникают и у молодых, а происходит это зачастую из-за стресса и нервов, плюс экологические и социальные условия. К сожалению, в последнее время эта болезнь молодеет настолько, что число 35-летних и 40-летних пациентов с нестабильным состоянием сердца ежегодно растет. За те годы, как существует наше кардиологическое отделение, а это порядка около 50 лет, конечно же, контингент больных меняется. Это связано с тем, что у нас изменился образ жизни, мы стали вести более сидячий образ, да? Меньше двигаемся, много кушаем, что не положено. Также сейчас население современного мира испытывает достаточно сильные стрессы, у нас хронические стрессы. Все это, конечно, сказывается на заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы. А также имеет значение то, что сейчас продолжительность жизни за последние 25 лет увеличилась. И, естественно, сейчас много больных, которые имеют и другие хронические заболевания. Есть больные, увеличилось количество больных с хронической сердечной недостаточностью. В этом году старейшее и самое большое городское медицинское учреждение Якутская городская клиническая больница отмечает свой 175-летний юбилей. Сегодня мы решили заострить свое внимание и рассказать вам о отделении кардиологии. То самое отделение, где людей возвращают к жизни. Конечно, к нам больные-то попадают в стрессовом состоянии. Острое заболевание, либо обострение хронического заболевания – это всегда стресс для человека. Это и стресс чисто физический, и стресс моральный. Поэтому я считаю, что все медики, начиная с санитарок, медсестер и заканчивая врачами, должны вселять в больных надежду, вселять в них спокойствие, вселять им мысли, что с ними у нас будет все нормально, что они выздоровеют. У нас отделение рассчитано на 50 коек, и у нас имеется еще 6 коек палаты интенсивной терапии. Если к нам человек попадает в тяжелом состоянии, мы купируем это состояние. Если имеется хроническое заболевание, человек, конечно, не всегда выздоравливает. Мы доводим до стабилизации состояния, снимаем декомпенсацию, и далее мы отправляем его в зависимости от заболевания на дальнейшее обследование, на диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства, либо в республиканские кардиологические диспансеры. Но бывают случаи, что мы направляем экстренно и федеральные институты сердечно-сосудистой хирургии, чтобы проводили им оперативное лечение. Сюда попадают пациенты с острыми проявлениями болезней сердца, например, инфарктом или стенокардией. Большинство из них после лечения возвращаются к обычной жизни. Я уже 3-й раз поступаю в эту больницу, и эта больница мне очень нравится, потому что они все сплоченные, девочки, медсестры хорошие, врачи молодые, очень любят больных, помогают нам, как и что, подсказывают, как пить лекарства. И я думаю, что здесь коллектив хороший, больница очень хорошая, и кормят хорошо, главное. Нет, вот сейчас уже время такое, стрессы постоянно. Даже не только что дома, а и на улицах бывают стрессы. И вот из-за этих стрессов у нас вот эти срывы начинаются сердечные. Даже в автобусе садишься, кто-то тебя не понял, уже человек с сердечником, он начинает получать стресс. В кардиологии должны быть врачи очень внимательные, потому что здесь все лежат сердечники. Поэтому я думаю, что они очень справляются со своей работой. И у нас спокойно тут, вообще хорошо. Мы как чувствуем себя как дома. Мы говорим, сердце радуется или плачет, или замирает от восторга. Не забывайте, что этот самый эмоциональный орган вместе с тем и самый чувствительный. Нездоровая экология, неправильная пища, чрезмерная физическая нагрузка, стресс могут привести к необратимой гибели сердечных клеток.